Без кыргызов не было бы османов. 8 век. Анатолия. Разорвана между византийцами, сельджуками и восстающими тюрками. На западе Осман Гази. Он мечтает об империи. Он начинает поход за Никею, византийскую твердыню. Но ему нужны бойцы смелые, быстрые, безжалостные в бою. И вот с востока к нему приходят они. Кыргызские воины. Не как наемники, а как братья по крови и мечу. У них был общий враг византийцы и их союзники, теснившие мусульманские народы. Почему кыргызы? Потому что они были одними из самых грозных кочевых бойцов Евразии. Их уважали. Их боялись, и Осман знал, если они на его стороне, победа будет не просто возможна, она станет неизбежной. В сражении за Изни кыргызы сыграли ключевую роль. Именно они первыми прорвали оборону. Они скакали по боковым тропам, заходили с флангов, жгли византийские склады, устраивали налеты. Один отряд кыргызов прорвался к воротам города, открыл их изнутри. Это стало переломом всей кампании Османа Гази. Эти батыры не дожили до победы. Многие погибли, но Осман никогда не забыл их. Он приказал похоронить их с почестями. В городе Изник стоит мавзолей Кыргызлар-Тюрбеси. Именно там, среди анатолийских холмов, покоятся герои из далекого Тиньшаня. В 2006 году у Тюрбе был установлен памятник кыргызскому воину, а в 21 веке турецкие и кыргызские ученые снова изучают это братство, написанное кровью, а не бумагой. Османская империя не родилась сама по себе. В ее основании стояли не только турки, но и кыргызы, кочевые титаны степей, чья доблесть до сих пор отзывается в камне и бронзе турецкой земли.